После этого, хотя в 840 году они создали Великокыргызский каганат, огромная территория не могла управляться кочевниками, и кыргызский каганат распался. Но дело в том, что они входили в состав всех тех государств, которые занимали вот эту площадь Центральной Азии. Они были в составе тюргешского каганата, они были в составе западно-тюркского каганата, они были в составе карлуков, они были в составе караханидов. И после того, как в XIII веке начинается завоевание Чингисхана, с 1219 года кыргызы оказались в составе государства Джучи, старшего сына Чингисхана. В государстве Джучи кыргызы поднимали только одно восстание. Они очень быстро приняли верховенство монголов, потому что оно не причиняло никаких каких-то вот территориальных или других тягот. Дело в том, что чингизиды правили таким образом. Они не навязывали свой язык, они не навязывали свою религию. Они собирали дань и могли назначить наместников из местных правителей и уходить. В 1269 году здесь, в Таласской долине, был проведен Курултай чингизидов, и возникло государство потомка Чингиза, потомка внука Чингисхана Хулагу Хайду. И вот Хайду как раз-таки показал, что он полностью отюречен. Марко Поло пишет о том, что он татарин, и язык у него татарский. То есть он, различая на слух монгольский язык и тюркский язык, однозначно говорит, что потомок Чингисхана Хайду был тюркоязычным. И в отличие от своих предков, он начинает снова восстанавливать города, он становится известен как реформатор, он восстанавливает не только города, но он полностью поддерживает ремесленников, чеканит собственную монету из серебра хорошей пробы и выделяется полностью, или точнее выпадает из обоймы политики чингизидов. В это время кыргызы после падения следующего государства Моголистан начинает консолидироваться тут на Тяньшане. Особенно после набегов Тамерлана здесь Тяньшань начинает пустовать. И вот как раз-таки здесь кыргызы начинают консолидироваться, и с 16 по 18 век они складываются в единую народность. Когда мы делаем такой обзор, возникает такой вопрос, что кыргызы здесь пришлый народ. Но обследовав огромный миграционный путь кыргызов, приходишь к мысли, что это не так. Что кыргызы мигрировали на огромном пути, и в конце концов они консолидировались тут. Поэтому кыргызская диаспора за рубежом – это отдельная тема. Я здесь только скажу, что кыргызы на Памире, или их называют афганские кыргызы, кыргызы в Таджикистане, каратегинские, дергетальские кыргызы, кыргызы за пределами Кызылсуйской кыргызской автономной области, это кыргызы Тарбагатая, кыргызы Кенкыра, или кыргызы, проживающие в Великазахской автономной области Синьцзян-Уйгурского автономного района. Это кыргызы, которые проходили эти миграционные пути, и они оттуда не уйдут, потому что там лежат могилы их отцов. То есть это исконно кыргызские земли, но это был огромный миграционный путь. И поэтому говорить, что кыргызский народ здесь пришлый народ, этого нельзя сказать. Здесь консолидировалась большая часть
кыргызского народа на Тянь-Шане. Мне хотелось сказать о том, что кыргызы – это единственный народ, и этот вопрос тоже очень часто задается, который в своей социальной или, точнее, этнической структуре делится на два крыла и отдельно стоящую группу ичкилик. Историк Аттокуров, он полностью исследовал огромный массив устного народного творчества кыргызов. Манас – это такой некий собирательный образ защитника. И если Манас называет энциклопедией кыргызской жизни, то с этим ученые согласны, потому что в эпосе Манас можно найти все, что надо знать о кыргызах. Также в эпосе Манас мы находим название кыргызов как левого крыла, так и правого крыла. Источник XVI века Сайф-ад-Дин Ахсикенти Маджму ат-Таварих или собрание истории говорит, что кыргызы – это народ, который с XI века стал делиться на два крыла. Если собрать воедино, то согласно этой легенде, легендарная Инал-Иже, ее еще сравнивают с Бугуэне, то есть с матерью оленихой, она говорила, что когда она была беременна близнецами, один сын у нее лежал на правой почке, а второй сын лежал на левой почке. И их назвали Акул и Куул. То есть от них произошли два крыла кыргызов. И вот таких легенд у кыргызов очень много. И поэтому он решил, что первая причина – это, очевидно, легенда кыргызов. Ведь они восполняли то время, когда кыргызы оставались без письменности, и они могли иметь историческую почву. А вторая, более правдоподобная версия, по его мнению, это то, что кыргызы на протяжении всего своего исторического пути должны были бороться за свое выживание. И поэтому вот эта военная стратегия, когда надо было выступать двумя крылами, она перешла в их этническую структуру. Онганат – это сары багыш, саяк, солто, кытай, кушчу. Ну, каждое племя, оно еще имеет свои этнические подгруппы. Те же Кытай, они делятся на сары Кытай, кара Кытай и так далее. Кушчу, сару, моголдор, ават, мундус, басыс, черик. Или вот левое крыло, солганат. Туда входят такие группы и подгруппы, как Адыгине, Каратегин, Багыш, Бөрü, Найман, Жору, Дөлөс. Но откуда возникла группа ичкилик? А ведь есть еще отдельно стоящая этническая группа ичкилик. Она вошла в состав кыргызов уже после ухода монголов. Ну, монголы, как известно, они не ушли, поэтому лучше, наверное, правильнее говорить после нашествия монголов. Группа ичкилик считается из улуса Булагачи. Улус – это монгольское слово, которое означает «страна». Так вот, из распавшегося монгольского государства Булагачи в состав кыргызов вошли такие племена. Переселились они в основном в Фергану. И у них были следующие этнические компоненты. Это Бостон, Сеит, Тёгесек, Дөлөс, Кыдырша, Канглы, Кыпчак и так далее. Ну и, конечно же, при нашествии Чингисхана, ведь он вовлек в свою армию огромное количество порабощенных народов, отсюда в состав кыргызов вошли такие племена, как печенеги. Печенеги – это название в русскоязычной литературе. Оно означает древнетюркское слово «бадянак», от слова «бадя», которое сохранилось в современном кыргызском языке. Очевидно, это было родственное племя. Поэтому и они позднее получили название печенег в русскоязычной литературе. Печенеги, Дедигер, Оргу, Сокулук, Кыпчак, Азык, Кытай, Черик. А после падения Моголистана, это как раз таки
после нашествия Тамерлана, нескольких набегов Тамерлана, Моголистан пал, и на опустевшие земли стали заселяться, их позднее назвали тяньшанскими кыргызами, и консолидировались в народность. Так вот, после падения Моголистана к тяньшанским кыргызам присоединились моголы, то есть, или их называют еще монголдор. Ну и далее Дулат – это племя, которое создало государство Моголистан, но сегодня не имеет своего государства и входит в состав кыргызов. Вот так вот кыргызы до сих пор делятся на два крыла и отдельно стоящую группу ичкилик. Получилось так, что после того, как они создали Великокыргызский каганат, собраться в единое государство им не удалось. И только уже в начале XX века они вошли сначала, были в составе 73 областей Российской империи, а потом они только в 1924 году смогли объединиться в Горную Кыргызскую область. Когда мы приехали в 2005 году к кыргызам Бостон-Терека и Бөрі-Токой, это самые отдаленные села Кызылсуйской Кыргызской автономной области Китая. Они называют себя еще Кангапчаки. Это потомки тех кыргызов, которые бежали после подавления второй волны басмаческого движения. И когда они нам сказали, вот что вы делали 31 мая, когда вот не стало Советского Союза, мы праздновали это, когда вы провозгласили независимость. Мы очень долго это праздновали, мы всю ночь не спали. Ну, афганские кыргызы на сегодня это кыргызы, которые находятся в самом плачевном состоянии. Вы из телевидения знаете, что речь идет о том, чтобы их переселить. Но многие переселенные в Нарынскую область и в Алайскую долину хотят уехать назад, потому что там лежат могилы их предков. Там они исконно жили своим вот таким вот укоренившимся традиционным хозяйством. Они пасут яков. Например, так живут кенкырские кыргызы в Китае. Они спускаются только 2 раза в год, чтобы взять соли и муки. И снова поднимаются, они пасут яков. В том же Китае есть фуюйские кыргызы. Мы с ними беседовали, они не сохранили языка. Они похожи на китайцев. Но у них осталось сознание, что они другой народ, отличный от китайцев. То есть вот этот огромный миграционный путь, он оставил осколки народа.